Мия иҳала игалаз ажәа абри иҳәахьан заанаҵ абра афорум аизараҿы, трибунаҿы абри аҩыза алагала ҟасҵар сҭахуп ҳәа. Иахьа убысҟан аҭоурых далацәажәан иҳәеит афорум иахьатәи ҳпартиа аиҿкаара аҟынгьы иара иажәа лагала акәын иҟаз абри аҩыза аиҿкаара ҟаҳҵарц азы мышьҭабзиала иахьа ииҳәаз ҳадигалаз убри ацныҟәара иоуеит ҳәа сгәы иаанагоит зықьҩымчала, избанзар иахьа ҳаԥхьа игылоу аусқәа ари маҷк ҳгәы рҭынчны ҳаҟазар ҟаларын, аха иаабоит ус аԥсуа жәлар лахьынҵас ирымамыз зегьы имарианы ирауа ауадаҩрақәа иаҳа-иаҳа ирыцлоуп убри аҟнытә амилаҭ зегьы еидызкыло Хеидкыла Владислав Арзынба ихьӡ зху абри алагала хаҭала резолиуциаҿгьы иаҳарбеит абри адкылара ҟаҳҵоит ҳәа агәаанагара сымоуп. Уаҩнаҩса иахьатәи ҳаизара абра шәалахәуп Аԥсны жәлар милаҭқәара иалахәыз аветеранцәа уи аамҭа згәалашәо издыруа аҿаргьы шәыҟоуп, иззымдыруа шәаазаргьы иуеит. Абри аҭоурых шәалазгалом шьҭахьҟа, аха даара акырӡа исгәаланаршәоит хадижәижәабатәи ԥшьынжәатәи ашықәсқәа бзианы исгәалашәоит абра иалахәыз шәрацәуп. Абас иҟан аҭагылазаашьа абарҭ ауаа змыртәозеи, ирҭахузеи, ҳабзиан ҳаҟоуп, ҳқәабӡа ҳаҟоуп, аԥсҭазаара бзиоуп, аекономикагьы усҟан кырӡа еиӷьын уажәтәи аҭагылазаашьа аҵкыс, аха ижәдыруеит аԥсуа жәлар Лыхны ашҭа изон, Мықә ашҭа изон, Аҟәа ашҭа изон азҵаарақәа иқәдыргылоз абызшәа азҵаара, астатус азҵаара, телехәаԥшра азҵаара, аратә иазҵаара уҳәа убас егьырҭгьы. Убысҟан ачынуаа ирзырҳәон абарҭ анационалистцәа, аекстремистцәа изгәалашәыршәо убысҟан ажәа рҩыза ныҟәон аизараҟын ачынуаа руаӡәк дықәгылан иҳәеит каленым железом выжжем мы абхазский национализм ҳәа. Иахьа абри аамҭа ҿыц иааиуашәа збоит. Ҳчынуаа ус ргәы иаанагоит ажәларгьы заҭамыз ԥыҭҩык ус рҳәоит. Иҟала иахьа Аԥсны кашырроуп, асамолиот ҳзааит, апоезд ҳзааит, ҳаҩнқәа ршәуеит, ҳашҭақәа дырҿыцуеит ҳәа. Апоезди асамолиоти ракәзар хықәкы хадас иҟаз асовет мчраан апоездқәа маҷызма, асамолиотқәа маҷызма Аҟәа иаауаз. Аекономика кырӡа еиӷьын, акурортгьы иаҳа иӷәӷәан, ирацәан, аха аԥсуаа змыртәоз даҽакын. Урҭ ршьарда иалан амилаҭ идеологиа, ахақәиҭра, ахьыԥшымра, амилаҭ хдырра, абри акәын раԥхьаӡа иргылаз есымша. Абриоуп, абри Владислав имилаҳәан абра иану ҵакыс иамоу, аха аҵыхәтәантәи ашықәсқәа даацәырҵын Аслан Бжьаниа уи акәӡам мҩас иҟоу, иҳамоу ҭитәуп, аҳәынҭқарра ҳәагьы ыҟам, ахақәиҭра ҳәагьы ыҟам. Иахьа зегьы ҭироуп, хәаахәҭроуп, цәгьаҳәароуп, ԥсахроуп. Абри аҩыза алозунгқәа ҳалаигалеит, ҳааган атыша хықә ҳақәиргылеит. Атышагьы ҵаулан ижуп. Иахьа аҳәынҭқарра ҿыц ихагылаз шықәсыбжак ҵит иҳәоу ыҟам, иажәа аҟам. Атыша дҳагәҭас даҳҭаижьума, мамзаргьы ус акәым. Сара даҽакала схәыцуеит ҳәа иажәак ҳамаҳаӡац. Иацы ижәдыруеит. ибжьы иргеит, аха
Вы их за староку идзе гишнахи. И бито, а бретуша хазух خذلان عقله تعطاس وحتيجو مامزر كماموس نبرشتون شايرح شوخت حيحو وجي عتكانين هزاز الله وجي تزنير أخا عام تتصوت يسفر زيستخو يخالا دالا قرقو بريغارة تقول زاشر ودايو ببريزة نيجي تسلان بجاني يشتك ويخدخالا جيم чакхацу. Сара схырханы и расфарстахуба депутатша, а президента с духу, и хатупу и духу, и южоху ка депутат шаху, а министр шаху, а чинва зиквила иху, а бартзаги рхадр пшуру, тынча тарам така забице, харгитынчи харказон. Загид гыланы, ауыстыр яшазыр, харах рыба гылаю. Мамза, а то шаххала хтахадзом, заги хайцтахавы, дуир дырвазаруб заги, а хаван заги нахкадзом. Что сообщат, не сынуки. Вследствие откровенной антинародной политики Аслана Бжани заметно ослабла историко-правовая идеологическая основа абхазской государственности. Незыблемые принципы национально-освободительной идеологии, свобода, независимость, национальная идентичность для него оказались, по сути, пустым звуком. Вместо этих основополагающих принципов государственности он озвучил уже вам известные свои приоритеты. Необходимо поделиться частью суверенитета, землей, принадлежащей абхазскому народу, должны пользоваться те, кто ею может лучше распоряжаться, а бериевскую политику грузинизации Абхазии, трагическим следствием которой стала Отечественная война народа Абхазии и унесшая тысячи жизней людей, он интерпретировал со свойственным ему цинизмом. В Абхазии проживало 500 тысяч человек. Мы же не толкались, места всем хватало. Все это прямо говорит о том, что страной руководил человек, для которого отсутствовали такие понятия, как экономическая и политическая безопасность, конституционное устой государства, незыблемые положения, касающиеся суверенитета, языка, истории. Для него народ – это некая масса людей без прав и национальных интересов, а Абхазия – просто территория, где все покупается и продается. Фактически, своей безответственной политикой он запустил процесс демонтажа независимого абхазского государства. Разрушительные тенденции проявились и в такой деликатной сфере, как межгосударственные отношения, которые долгие годы строились усилиями лучших представителей Абхазии и России, дипломатов, политиков, интеллектуалов. Ставя бизнес-интересы выше национальных, Аслан Бжани свел высокий уровень взаимодействия стратегических партнеров к коммерческим торгово-рыночным сделкам. При этом любая попытка народа выступить в защиту своих национальных интересов преподносились союзникам как проявление антироссийских, русофобских настроений, что привело к нездоровой тенденции в отношениях между стратегическими партнерами. Доносы Аслана Бжани и некоторых его чиновников против собственного народа были восприняты в определенных кругах России как повод для накачивания Абхазии так называемыми специалистами, разными технологами в различных сферах, которые в полной мере проявили себя в период президентских выборов 2025 года. Особенно отличились эти спецы в информационной сфере. Такого масштабного применения грязных технологий в нашей истории еще не было. Подтверждением тому стало вовлечение в эту клеветническую кампанию официальных российских каналов. Недавние выборы в органы местного самоуправления показали, что эта практика не завершилась.
Продолжаются искажения фактов, навешивание ярлыков, составление списков неблагонадежных и другие различные формы давления. В Абхазии были ожидания, что эти негативные практики будут исправляться усилиями нового президента Бадры Гумба и Сергея Кириенко, ответственного со стороны России за всю полноту отношений с Абхазией. Однако процесс по сути продолжается в том же направлении. К сожалению, наши ожидания оказались лишь иллюзией. Более глубокого осмысления ситуации не последовало. Подобная практика в отношении одного из самых дружественных народов России крайне ошибочна и контрпродуктивна. Несмотря на это, негативные тенденции набирают еще большие обороты. Особенно ситуацию разгоняют анонимные информационные ресурсы, которые перешли от дискриминационной риторики в отношении всей оппозиции, участников национально-освободительного движения, представителей СМИ, к дискредитации самой Абхазии как независимого государства. Этому свидетельствуют некоторые выдержки из этих анонимных ресурсов, такие как «Абхазия – пожиратель российских активов». В стране 32 года существует жесточайшая этническая вертикаль и полное игнорирование прав других этнических групп. В Абхазии растет антисемитизм. Особенно неприятие вызывают опубликованные документы с редакционными комментариями о трагических событиях XIX века, периода махаджирства, где крайне вольно смешивается история и сегодняшняя реальность, где сегодняшняя ситуация приравнивается к событиям, когда степень абхазско-российской враждебности была высокой. Такая параллель абсолютно некорректна ни с моральной, ни с этической точки зрения и может сеять только недоверие и вражду. В тех же ресурсах размещаются материалы, дискредитирующие период правления Владислава Арзенба. Мы видим, как методично и целенаправленно формируется негативный образ Абхазии, как пожирателя российских ресурсов, неблагодарного народа, ненадежного соседа. Складывается ситуация, когда с одной стороны нас пытают вернуть во времена Бериевщины, а с другой отбросить более чем на 150 лет назад, когда наш народ был объявлен виновным населением. Остается открытым вопрос, почему это не пресекается, кому это выгодно. Как результат, сегодня мы уже видим, что Российская Федерация не доверяет не только оппозиции, но и властям Абхазии. Как иначе объяснить незаконное присутствие неграждан Абхазии на государственном телевидении, в избирательных участках? Получается, нашим властям не доверяют и не позволяют проводить свою собственную информационную политику. Даже выборы в органы местного самоуправления мы проводим уже не самостоятельно. Подобного неуважения к стране, к ее законодательству в истории ранее не наблюдалось. Конституция и закон становятся декоративными. Прошло более полугода с момента вступления в должность нового президента, и все это время уклоняется от обсуждения вопросов, затрагивающих безопасность государства. Отсутствие диалога с оппозицией нас не удивляет. Но есть парламент, общественная палата, форматы пресс-релизов и конференций. В конце концов, есть государственное телевидение, как средство общения с народом. Надеюсь, у президента пока нет ограничений на доступ к Первому каналу страны. Считаю, что молчание президента и его фактическое самоустранение от политических процессов недопустимы, поскольку в стране формируются очаги напряженности, создается угроза безгосударственным отношениям. Пассивность в этой ситуации приводит к утрате доверия обществу и усиливает сомнения в его самостоятельности и способности выполнять свои прямые обязанности. Президент обязан, не перекладывая ответственность на общество, безотлагательно предпринять шаги по устранению губительного для страны клеветнического наследия Бжани и восстановлению подорванных основ суверенитета. Вряд ли Бадра Гумба, будучи в должности вице-президента, полагал, что впоследствии сам уже в роли главы государства станет заложником этой политики.
Главным приоритетом должен стать вопрос восстановления доверия между Россией и Абхазией. Многие политики в России понимают, что Абхазия – важный стратегический регион, а Республика Абхазия – единственный союзник России на Южном Кавказе. Значимость Абхазии обусловлена ее геостратегическим положением, включая береговую линию на Черном море, которая делает ее важным форпостом Российской Федерации в регионе. Таким образом, Абхазия как субъект региональной политики играет существенную роль в обеспечении интересов в значимом для нас регионе, что является ключевой основой российско-абхазского стратегического партнерства. В этом нет никакого преувеличения. Одержав победу в Отечественной войне 92-93 годов, народ Абхазии не только защитил себя, но и остановил продвижение Запада к границам Российской Федерации, обеспечив тем самым безопасность ее южных рубежей. Следовательно, Республика Абхазия не пожиратель чьих-либо ресурсов и не является лишь туристической зоной. Поддержка Абхазии со стороны России – это вложение в ее собственную безопасность. Таково мнение и многих российских ответственных политиков. Перегрузка в наших отношениях необходима. И именно на этих базовых принципах должно и впредь развиваться наше стратегическое партнерство с Российской Федерацией. Такое сотрудничество соответствует долгосрочным интересам наших народов.